Ребятки, у нас отмена. Где-то 1,5 месяца назад наша красавица-девушка начала дышать 12 часов в сутки. Ночью она еще на аппарате. Хотя до этого 2 месяца назад она максимум, что могла сделать, так это дышать 15-20 минут. 5 апреля ей исполнилось 2 года. То есть, грубо говоря, 2 года она на аппарате. И все равно остается кислородозависимая, еще не инвалидность, все. Но мы думали, что вот, можно выдохнуть, чуть полегче стало. Но не тут-то было. 9 апреля, накануне своего дня рождения, я понимаю, что есть такие признаки у Евы, которые меня очень сильно напрягают. И я решила удостовериться, что это мне просто кажется, чтобы не надумывать. И вот сейчас как раз-таки у меня закончилась консультация с детским психиатром. И у Евы аутизм. Это, конечно, еще через онлайн не ставят так диагноз. Вот, понятное дело. Но нам все равно в 3 года проходить переосвидетельство по инвалидности, и там нам его официально уже и поставят. Учитывая вообще то, что Ева как родилась, то есть у нее была и гипоксия, понятное дело, и на 10-й минуте жизни она перестала дышать. 2 года была на кислородном аппарате. И хоть и была поддержка, но оказывается, что все равно создается минимальное кислородное голодание в таких моментах. И вот это все спровоцировало то, что имеется. Вот. Но, сразу скажу, здесь плакать, реветь я не буду. Может, чуть-чуть только, так сказать, для приличия. Потому что, опять, и, конечно, это сильно расстроило. Ну что ж там правду говорить, скрывать точнее. Потому что, конечно, надеялась совсем на другое. Мы надеялись, что вот все, уйдем от аппарата, и вот начнется жизнь, и хотя бы сейчас уже полсуток мы без него, уже, так сказать, победа. А тут понимаем, что сейчас такой диагноз, который это на всю жизнь. Все. Вот. Какие конкретно признаки я описала как раз-таки в свой день рождения в телеграм-канале. Я потом, скорее всего, еще отдельное видео запишу. Вот. Если сейчас не терпится, то там посмотрите. Сейчас.